У нас в деревне в 1931 году впервые школа открылась. До этого ни школы, ничего не было, и учащихся не было, учителей не было. Вот этот грамотный, умный человек, Пусть-ла Аджа Ухсай, ходил к нам в деревню. Конечно, нам это приятно было, знаться с ним. Потом, вот 4 класс кончили, у нас дальше школы уже не было. Мы отправились в Аитово, вот, окончившие этот начальную школу. Аитово от нас километров 60, пешком. Никакого транспорта, ничего не было. Вот. Причем через мордовскую деревню, еще через русские деревни. Рядом не было татарских школ, поэтому мы далеко ушли. А Ухсай, он наш. У нас же говорили, ай, пирин хамурын чуваш. Наш он чуваш. Это не бишбурякский, а наш. Это считали его, ну, совсем своим. Он совсем своим и был, наверное. А дальше уже, когда мы стали взрослыми людьми, мы с ним очень часто встречались. Он писал мне. Вот сейчас, по-моему, все письма я отдал товарищам из Чебоксар. Писал. Ругал он меня, когда я был уже секретарем обкома. Вот вопросы экологии. Сегодня ведь экологией все занимаются, а в то время экологии еще этого слова не знали. Вот. Он ругался за то, что мы небрежно или не по-хозяйски, не по-дружески относимся к природе. Это очень, ну это, наверное, общая беда поэтов. Он любил природу, нашу природу особенно. Даже вот эти ну, слакбашевские, сельбийские березы. Разве сравнишь таких мест, такой красоты больше нигде нету. Я много видел, много ездил по свету. Таких нету.